Американское издание Diplomat назвало имена наиболее вероятных преемников нынешнего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Структура власти в Казахстане, как и во многих постсоветских государствах, имеет пирамидальный характер. Из центра верхушки власти патронажные сети текут по рядам, правительство распределяет деньги, привилегии и власть среди тех, у кого есть нужные связи. Если Назарбаев внезапно покинет кресло, неясно, что будет дальше и кто сменит его. Переходы в странах с такими системами, как Казахстан, сложные. Они создают угрозу для тех, кто связан с ведущими политическими игроками, и не всегда следуют предсказуемым правилам и процедурам. По мнению издания, преемником Назарбаева будет кто-то близкий к нынешней верхушке, входящий во многие существующие группировки, которые не будут сильно заинтересованы в радикальных изменениях во власти. К наиболее вероятным относят Касым-Жомарта Токаева, Карима Масимова, Имангалита Смагамбетова, Даригу Назарбаеву и Тимура Кулебаева. Наиболее вероятным кандидатом на должность президента может стать Касым-Жомарт Токаев. Будучи председателем Сената, он является вторым в пирамиде власти и по Конституции должен заменить действующего президента в случае, если с тем что-то случится. К его слабым сторонам относят недостаток опыта во внутренней политике, а также возраст 65 лет. Другим потенциальным кандидатом издание называет председателя КНБ Карима Масимова. В качестве его достоинств навыки успешного экономического управления и знания Китая и России. В то же время Масимов этнический уйгур, поэтому маловероятно, что ему позволят занять самую высокую должность в стране. Имангалита Смагамбетов имеет самые большие шансы стать президентом Казахстана, и по этой причине, скорее всего, не сможет им быть, несмотря на то, что Тасмагамбетов всегда играл важную роль в правительстве. В 2016 году его внезапно назначили послом в Россию. Назарбаев почувствовал угрозу со стороны верного соратника и создает конституционную помеху для его возможного президентства. Кандидат в президенты должен проживать на территории Казахстана не менее 15 лет. У старшей дочери президента Казахстана есть, по всей видимости, лишь небольшой шанс унаследовать президентство. Причина — недостаток у нее политического опыта, а также ее пол. Назарбаевой скорее должность премьер-министра или министра, чем президента страны. Хотя Роза Атунбаева успешно провела временное председательство в соседнем Кыргызстане, маловероятно, что дочь Назарбаева могла бы сделать то же самое, несмотря на молчаливую поддержку своего отца. Атунбаева во многом исключает преобладающее мнение в Центральной Азии о том, что женщинам нет места в национальной политике. И, наконец, еще одним маловероятным, но все же преемником издание называет мужа средней дочери президента Назарбаева Динары, Тимура Кулебаева. У Кулебаева есть уникальная возможность стать президентом. У него хорошее образование и опыт управления. Но помешать этому может крайняя неразборчивость Кулебаева в личной жизни. Он был связан с Гогой Ашкенази, богатой казахской бизнесвумен и светской львицей, которая дала ему 2 сыновей. Издание Diplomat отмечает, что еще одной помехой на пути Кулебаева к президентству может стать его действие во время женеазиатских событий в декабре 2011 года, когда 14 нефтяников погибли в ходе протестов за улучшение условий труда.